эфире «Актуальное интервью», в студии Александр Хавренко. Здравствуйте. 9 августа – Международный день коренных народов мира. Дата призвана привлечь внимание общественности к проблемам коренных малочисленных народов. В канун этого дня о том, сколько в нашей республике проживает представителей коренных народов, каково их социальное положение, какие программы действуют по поддержке их экономической деятельности, мы поговорим с Михаилом Погадаевым, заместителем министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия. Михаил Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и хотелось бы начать с того, сколько представителей коренных малочисленных народов проживает на территории нашей республики и каковы тенденции, увеличивается их количество или же уменьшается? На сегодняшний день мы используем те данные, которые у нас есть по итогам переписи населения нашей страны 2010 года. В соответствии с этими данными у нас в республике проживает около 39 тысяч человек, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера. И в нашей республике к таким народам относятся эвены, эвенки, юкагиры, чукчи и долганы. Также нашим региональным законодательством определено, что русское старожилическое население в арктических районах также приравнено к коренным малочисленным народам Севера. Поэтому проживает представители коренных малочисленных народов Севера в 21 районе нашей республики, это около 70 населенных пунктов. И намечается тенденция к росту населения, которое относится к коренным малочисленным народам Севера, то есть динамика положительная. Мы сейчас готовимся к всероссийской переписи, которая предстоит нам, и я думаю, что цифры также будут показывать увеличение населения коренных малочисленных народов Севера. А вот с этого года в стране введен механизм учета коренного малочисленных народов путем внесения в социальный реестр. Как это будет происходить? Эта процедура имеет заявительный характер, и что она дает представителям коренных малочисленных народов Севера? Да, действительно, будет заявительный принцип. Этот реестр коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации был определен в силу вступления в законную силу федерального закона о внесении изменений. В начале года был закон принят, и сегодня это позволит определить категории тех людей, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера, то есть определить их национальную принадлежность, потому что не всегда мы можем, особенно органы власти, не могут определить национальную принадлежность, и, соответственно, те законные права и преференции, которые существуют для коренных малочисленных народов Севера, для того, чтобы воспользоваться этими льготами, необходимо представить, то есть документально подтвердить свою национальную принадлежность. И законодатель пошел по такому пути, что создается такой список по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, потому что обычно представители этих народов обращаются в органы власти для того, чтобы воспользоваться своими правами на традиционное рыболовство, на традиционную охоту, на ведение традиционной хозяйственной деятельности, для решения своих социальных вопросов, это касается и образования, и здравоохранения и так далее. И чтобы подтвердить свою национальную принадлежность, для этого будет составлен список. Сегодня уполномоченным органом на федеральном уровне определено Федеральное агентство по делам национальности, который в данный момент разрабатывает порядок внесения лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, в данный реестр. После того, как порядок будет определен, уже на уровне регионов, на уровне местных органов власти будет также отработан механизм внесения лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, в этот реестр. Также в этом году принят ряд стратегических документов, касающихся развития Арктики. Как в них учитываются интересы коренных народов? Да, действительно, нужно сказать, что сегодня вопросам развития Арктики уделяется очень большое внимание со стороны федеральных органов власти, со стороны руководства Республики Саха-Якутия. И можно сказать, что сегодня развитие арктических районов и арктических регионов находится в приоритете государственной политики. И
В прошлом году и в этом году проводилась работа по разработке документов стратегического планирования. Сегодня разработана стратегия развития арктической зоны Российской Федерации до 2035 года. Также и на региональном уровне в нашей республике разработана такая стратегия. Приняты, подписаны президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным основы государственной политики в Арктике, в которых также содержится положение о защите прав и интересов коренных малочисленных народов Севера в условиях развития и освоения арктической зоны Российской Федерации. Ну и на уровне нашего региона главой Республики Саха-Якутия Арсением Сергеевичем Николаевым также подписан указ, стратегический указ об основах государственной политики в арктической зоне нашей республики, где также особое внимание уделяется вопросам поддержки и развития коренных народов Севера, проживающих в нашей республике. Ну, кроме этого, еще одним стратегическим документом является государственная программа развития арктической зоны Республики Саха-Якутия и устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, где определены конкретные меры по поддержке развития наших арктических районов. Это касается и социально-экономического развития, и развития социальной, энергетической, жилищной, коммунальной и другой инфраструктуры в арктических районах. Но это, конечно же, напрямую связано с уровнем и качеством жизни населения. И в нашей республике нужно сказать, что одной из особенностей является то, что в арктических районах проживает именно коренное население, которое занимается традиционной хозяйственной деятельностью. Вот все эти мероприятия, которые имеются в этой программе, они направлены на решение этих вопросов. Кроме этого, практически во всех отраслевых государственных программах предусмотрены так называемые арктические разделы. Это те финансовые средства, которые направлены на развитие наших арктических районов. Вот. Ну, еще хотел бы сказать, что в этой программе конкретно вот по коренным малочисленным народам Севера предусмотрены средства на, во-первых, это реализацию различных программ. Например, разработана программа «Молодой оленевод», которая подразумевает социальные выплаты в размере 1 миллиона для молодых оленеводов в возрасте до 35 лет, которые имеют стаж от 4 лет работы в оленеводческих хозяйствах. Они смогут получить эту выплату для улучшения своих жилищных условий. Также по арктическому учителю, по детям Арктики предусмотрены средства в этой государственной программе. Также по здравоохранению, по направлению строительства ФАПов и так далее. Все эти, как я уже сказал, мероприятия направлены на решение главной цели – это улучшение качества жизни наших арктических районов, в том числе и коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, я знаю, что сейчас разрабатывается программа поддержки экономической деятельности коренных малочисленных народов. Каковы ее основные направления? Ну, нужно сказать, что данная программа – это вообще работа федеральной ветви власти. Да? Это сейчас разрабатывается по инициативе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. И разработкой данной программы занимается Агентство по развитию человеческого капитала. Вы все знаете, что совсем недавно был принят федеральный закон о государственной поддержке предпринимательства в арктической зоне Российской Федерации. И в данном законе прописано отдельно положение о том, что будет разработана такая программа, которая будет направлена на поддержку именно вот развития коренных малочисленных народов Севера, их экономической деятельности, их хозяйственной деятельности. В основном это касается, конечно, поддержки традиционных отраслей Севера. В силу тех особенностей нашей арктической зоны, это большие расстояния, неразвитость инфраструктуры. Конечно, экономика коренных малочисленных народов Севера, она во многом не конкурентоспособна, и для этого необходимо создать условия и механизмы для того, чтобы обеспечить экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, чтобы
и оленеводство, и рыболовство, охотничий промысел, собирательство в дальнейшем развивалось, чтобы развивалась переработка продукции традиционных отраслей, чтобы эта продукция находила свои рынки сбыта. То есть это необходимо решать и логистические вопросы. У нас, например, в министерстве ведется работа совместно с Министерством сельского хозяйства и Якутопторгом по созданию сети торгово-логистических центров. И на основе этого также разработка и строительство факторий, которые будут заниматься в том числе заготовкой продукции традиционных отраслей, тем, что производят жители Арктики. Всем этим, мы предполагаем, будут заниматься эти фактории. Вот. Кроме этого, данная программа направлена на создание финансовых механизмов, то есть это субсидирование процентных ставок по кредитованию экономических проектов традиционных отраслей. Вот. Это касается модернизации в целом вообще вот этой хозяйственной деятельности, потому что сегодня она так бы исторически сложилась, но во многом сегодня она находится в таком, так скажем, архаичном состоянии, да, потому что и в 90-е годы, конечно, произошел развал таких отраслей, как оленеводство и так далее. Сегодня в кризисном состоянии находится, но тем не менее есть большой потенциал для развития именно экономики традиционных отраслей. Поэтому мы очень рады, что данная программа, она разрабатывается. Надеемся, что в ближайшее время будет принята и будут конкретные меры поддержки наших хозяйств, которые занимают, в том числе общин коренных малочисленных народов Севера, которые занимаются традиционными отраслями: оленеводством, рыболовством, охотничьим промыслом, собирательством. Вот, все-таки будет развитие этих отраслей. Якутия является единственным субъектом в стране, где действует закон об этнологической экспертизе. Что показало время, насколько закон оказался действенным в выстраивании взаимоотношений с недропользователями и защите интересов коренных малочисленных народов Севера? Да, действительно, Республика Саха-Якутия является единственным регионом, где закон имеется об этнологической экспертизе, хотя нужно сказать, что в других регионах экспертиза также проводится, но она регулируется другими положениями. Да? Но считается, и многие эксперты признают, что в нашей республике накоплен очень богатый и положительный опыт проведения этнологической экспертизы. Сегодня мы занимаемся, наше министерство, оно является уполномоченным органом по проведению этнологической экспертизы. И на сегодняшний день мы работаем с промышленными предприятиями, с общинами коренных малочисленных народов Севера, с органами местного самоуправления, для того, чтобы наладить цивилизованный диалог. Потому что в условиях промышленного освоения, конечно, мы должны обеспечить права и интересы и сохранить традиционный уклад жизни, культуру, языки коренных малочисленных народов Севера. И для этого у нас есть механизм. Это этнологическая экспертиза. Это когда проводится научное исследование об оценке воздействия любой хозяйственной деятельности на традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. Сегодня нами проведено 21 этнологическая экспертиза, в том числе по очень крупным проектам, таким как «Сила Сибири», газопровод компании «Газпром», другие крупные инфраструктурные проекты. И по итогам проведенных экспертиз выплачиваются компенсационные платежи общинам, территории которых затрагиваются этими инвестиционными проектами. И в целом можно сказать, что по этим проведенным экспертизам оценено убытков на сумму более 510 миллионов рублей. Эта работа продолжается. У нас сегодня в работе находится 19 проектов. И постоянно поступают заявления от промышленных компаний с просьбой провести этнологическую экспертизу. Поэтому, конечно, этот механизм, он нуждается в совершенствовании. Есть еще определенные проблемы и трудности в его реализации, но я думаю, что на этой базе нашего опыта мы можем уже отсюда отталкиваться, оттачивать и совершенствовать этот механизм, чтобы и для коренных малочисленных народов Севера, и для промышленных предприятий, которые занимаются развитием нашей экономики, чтобы им было и удобнее работать, и искать новые механизмы взаимодействия, и вести такой равноправный,
цивилизованный диалог для того, чтобы и экономика у нас развивалась, и в то же время развивались сами коренные малочисленные народы Севера. Ежегодно к Международному дню коренных народов бывают приурочены различные мероприятия. В этом году как они проходят? Ну, вы все знаете, что в этом году мы в таких более сложных условиях находимся. В связи с эпидемиологической ситуацией все мероприятия проходят в онлайн-режиме. То есть мы в любом случае, конечно, будем праздновать этот день, Всемирный день коренных народов мира. И сегодня в рамках той программы, которая утверждена, у нас проводится 6-й молодежный суглан коренных малочисленных народов Севера. Он уже сегодня начался. Его открыл президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Андрей Васильевич Кривошапкин, а также исполняющий обязанности председателя правительства Республики Саха-Якутия Андрей Владимирович Тарасенко. Также с приветствиями выступили уполномоченные по правам коренных малочисленных народов Севера Лена Степановна Иванова, депутат Илтумена, председатель комитета постоянного по вопросам Арктики и коренных малочисленных народов Севера Елена Христофоровна Голомарева, представители министерств и ведомств, которые являются организаторами этих мероприятий. Также в рамках программы состоится наш традиционный фестиваль «Кочевье 2020», который является таким ярким событием празднования Дня коренных народов, который рассказывает об уникальной культуре коренных народов нашей республики, нашей многонациональной республики, и показывает ту самобытность, те культурные проявления, которые сохранили наши народы. Вот. Также состоялся очень серьезный разговор, семинар уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия по вопросам экологических аспектов защиты традиционной среды обитания коренных малочисленных народов Севера, где мы обсуждали в том числе проблемные моменты, связанные с экологией. Вот. Но все это проходит, как я уже сказал, в рамках онлайн-режима, но тем не менее этот режим позволяет нам также соединить представителей наших районов республики. Даже у нас сегодня участвуют 14 регионов Российской Федерации, где проживают коренные малочисленные народы Севера. И сегодня в 4 часа у нас состоится конференция, онлайн-конференция с участием президента Российской ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Григория Петровича Литкова, участием молодежи из других субъектов Российской Федерации, где проживают наши коренные малочисленные народы Севера. То есть в любом случае этот праздник пройдет очень ярко, очень емко. Я думаю, что мы сможем обсудить наши насущные проблемы, поменяться опытом, выработать новые предложения и идеи по дальнейшему развитию коренных народов Севера. Ну и в завершении нашего разговора хотелось бы услышать от вас поздравления с Днем коренных народов. Спасибо большое за предоставленную возможность. Я бы хотел от всей души поздравить всех жителей нашей республики с этим замечательным Днем коренных народов, когда мы отдаем дань уважения народам, которые сохранили свою традиционную культуру, свою самобытность, свои родные языки, свою традиционную хозяйственную деятельность. Это наследие всего человечества, это наследие нашей человеческой цивилизации, и мы должны бережно относиться к ее сохранению, к ее дальнейшему развитию. Вообще в мире насчитывается около 370 миллионов человек, которые относятся к коренным народам. Это движение уже имеет глубокие корни, и каждая страна, конечно, стремится сохранять эти народы, развивать их, и наша страна не исключение. У нас в нашей стране большое внимание уделяется этому вопросу, и не зря именно малочисленным народам Севера уделяется внимание в силу их малочисленности, более уязвимой культуре и условиям жизни. Да? Те люди, которые живут в Арктике, на севере, они, конечно же, очень сильные, стойкие люди и проживают в очень трудных условиях. Я бы хотел пожелать всем
сил, стойкости, мудрости, выполнения всех намеченных планов, здоровья и пожелать, чтобы народы, коренные народы нашей республики сохраняли свою культуру, свои традиции, свой родной язык и развивались, шли уверенно в будущее, чтобы наша молодежь тоже все это воспринимала, сохраняла и активно включалась в общую жизнь и притворяла все эти идеи в жизнь. Всего доброго. Спасибо. Мы тоже с удовольствием присоединяемся к этим поздравлениям. Михаил Александрович, благодарю вас за интересную беседу. До свидания. До свидания. Это было актуальное интервью. Всего вам доброго.